Китайский козырь, что означает визит Эмомали в Пекин. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Председатель Маджлиси Милли, Верхняя палата парламента Таджикистана и мэр города Душанбе Рустам Эмомали посетил с визитом Китай и будет там находиться с 20 по 23 августа. Целью визита является укрепление сотрудничества между двумя стратегическими и дружественными странами-партнерами. Однако эксперты полагают, что одной из основных целей этого визита является представление Рустама Эмомали как потенциального преемника президента Рахмона. Как сообщают китайские СМИ, визит председателя Верхней палаты парламента Таджикистана во главе официальной делегации состоится по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Джао Лидзи. Рустам Эмомали в мае 2022 года провел встречу в виртуальном формате с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Чжэньшу. В пресс-службе мэрии Душанбе тогда сообщили, что на онлайн-встрече были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, укрепление межпарламентских связей, а также важные региональные и международные вопросы. В ходе обсуждения вопросов безопасности стороны обратили внимание на борьбу с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком и киберпреступностью, а также на обеспечение безопасности и стабильности в сложной ситуации во многих странах и регионах мира, говорилось в сообщении. Депутат парламента Республики Таджикистан, лидер демократической партии Саид Джафар Усманзада, комментируя вопрос рабочего визита второго официального лица Таджикистана в Китай, сказал, что сотрудничество между двумя странами в последние годы расширяется по всем направлениям, и возникла необходимость создать законодательную базу для такого расширения. Неожиданный переворот в Афганистане, а именно приход к власти Талибана и других террористических группировок, вызывает серьезные опасения, потому что обе страны имеют общую границу с Афганистаном. Сотрудничество с Китаем в сферах безопасности и экономики расширяется, и в этих направлениях возникают проблемы, для решения которых еще нет законодательной базы. Рождаются новые экономические и военно-политические отношения, и поэтому визит Рустама Эмомали в Китай просто необходим. В последние годы Китай превратился в крупнейшего инвестора экономических проектов Таджикистана, и на сегодняшний день Душанбе задолжал китайскому Эксимбанку более $1 миллиарда. Китайские компании в основном занимаются добычей редких и ценных полезных ископаемых в Таджикистане. Политолог Абдумалик Кадиров считает, что визит Рустама Эмомали в Китай является своего рода представлением его Пекину как потенциального преемника власти в Таджикистане. Среди других целей визита Рустама Эмомали в Китае есть еще одна. Основная цель, которую Рустам Эмомали как преемник Эмомали Рахмона и как будущий лидер Таджикистана должен реализовать, чтобы представить себя могущественным соседям и одним из главных сторонников Таджикистана после того, как Россия начала войну против Украины. Ведь должны же знать китайские власти, с кем они будут сотрудничать в Таджикистане в будущем. Рид Стэндиш, политический обозреватель, считает, что в странах Центральной Азии становится традицией представлять будущих лидеров в Китае. По его словам, такая же картина наблюдалась и перед избранием Сердара Бердымухамедова президентом Туркменистана. Он также совершил несколько визитов в Пекин и округ Синьцзянь и представлял Туркменистан на встрече высокого уровня. Мы видим, что визит в Китай становится традицией для потенциальных будущих лидеров. Представители таджикской оппозиции за рубежом полагают, что визит Рустама Эмомали не является обычной поездкой, потому что его считают будущим президентом Таджикистана. По словам Бабаджона Каюма, оппозиционера, проживающего за рубежом, большинство китайских компаний, инвестирующих в Таджикистан, находится под контролем одной семьи, и визит Рустама Эмомали в Китай направлен на усиление их контроля, чтобы они не создавали ему перепонов в будущем. По его словам, такой контроль позволит одному человеку удерживать первенство даже в внутрисемейных отношениях. Эксперты считают, что участившиеся зарубежные визиты Рустама Эмомали связаны с тем, что президент Эмомали Рахмон готовится реализовать свою версию транзита власти. В политических кругах давно идут разговоры о том, что глава Таджикистана готовится передать бразды правления своему 36-летнему сыну. Рустам Эмомали сейчас де юре является вторым человеком в стране,
стране. И согласно Конституции Таджикистана, в случае отставки, смерти или недееспособности действующего президента на 3 месяца до следующих президентских выборов полномочия Эмомали Рахмона автоматически переходят к нему. С другой стороны, учитывая этот момент, в 2022 году китайские власти передали в помощь городу Душанбе более 300 различных транспортных средств, таких как автобусы, грузовики, машины скорой помощи и другие виды служебных автомобилей. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, что происходит на самом-то деле? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!